Международная научно-практическая конференция на площадке Ингушского государственного университета проходит традиционно. Здесь, в зале, собрались представители экономического сообщества, республики и других регионов Северокавказского федерального округа, педагоги, преподаватели и студенты. В теме важных обсуждений финансовая грамотность населения, стратегия и не только. Мир экономики стремительно меняется. Неподготовленному человеку просто сложно ориентироваться в финансовом пространстве. Именно поэтому сегодня особенно важно быть грамотным и знать все об изменениях. Собравшись в зале участников научно-практической конференции приветствует исполняющий обязанности ректора Ингушского государственного университета Фатима Албакова. Рассказывает о том, как влияет информационная сфера на жизнь человека. Под влиянием информационных технологий современная финансовая система также подверглась серьезным изменениям, и привычное представление денег, обладавшая глубокой исторической традицией, постепенно сменяется виртуальным значением. Криптовалюта окончательно освободила финансы от какой-либо привязки к материальному эквиваленту. Более того, привязки к государственному, банковскому или фондовому рынку. Это новый финансовый мир. Он требует знаний и навыков освоения соответствующих операций. Именно высшие учебные заведения выполняют миссию по финансовому просвещению населения. На профильных кафедрах читают курсы по современной финансовой системе, разрабатывают новые программы, идет научная работа. Важным фактором является создание условий для реализации интеллектуального потенциала нации. Знания в основном генерируются в системе образования. То состояние научно-инновационной деятельности в вузах оказывает большое влияние на развитие экономики государства. Переход на инновационную модель развития невозможен без модернизации системы высшего профессионального образования. Роль высшей школы заключается прежде всего в том, что содействие формированию инновационного пути развития отечественной экономики, то есть в активном участии вуза в становлении и развитии национальной инновационной системы. Важным, по мнению участников Международной научно-практической конференции, является финансовая безопасность, в частности защита от кибермошенничества. К сожалению, люди, особенно пожилого возраста, верят различным звонкам от лжеработников банка, которые чаще всего обманывают людей и в процессе общения просто списывают со счетов деньги. Участники конференции единого мнения: важно работать вместе, ведь проблемы у всех общие. Популяризация науки сейчас у нас фестиваль науки предполагается, и в рамках всех этих мероприятий мы планируем донести до общественности злободневные вопросы финансов. Да, очень актуальные темы в этот раз мы рассматриваем. Вопросы цифровизации, так или иначе, они присутствуют в нашей жизни. Вопросы кибермошенничества. Мы поднимаем серьезную проблему финансовой грамотности. Мы знаем, что Ингушетия заняла второе место по жертвам киберпреступлений после Санкт-Петербурга. Серьезные вопросы поднимаются в части умения управления бюджетом Республики Ингушетия и вливания экономики субъекта в мировую глобальную систему. Будем говорить о наших общих проблемах, которые, скажем так, для всех одинаковые, то проще найти решение и выход из сложившейся ситуации. Поэтому то, что сегодня Ингушский государственный университет на своей площадке встречает представителей финансовой сферы, научной, практической, скажем так, характера, и мы это все вместе обсуждаем, это очень важный момент. То есть вообще проведение таких подобных конференций, они все-таки очень важны для развития экономики, социально-экономического, скажем так, сектора бюджетного, финансового регионов нашего округа, ну и в целом страны. Особенно сейчас у нас это международный характер. Проблемы заключаются в переходе республики Ингушетия на цифровое развитие. Разработана программа правительством, разработана программа развития цифровизации, административного управления с 2022 по 2024 год. В результате во всех пунктах Республики Ингушетия будут внедрены информационные системы. Площадка конференции открыта для дискуссий с изучением молодежного формата. Принимают участие в международной конференции как студенты Ингушского госуниверситета, так и студенты из вузов Северокавказского федерального округа. Сейчас люди переходят на третий вид валют. Это именно цифровые валюты. То есть уже многие государства начинают внедрять в свою экономику цифровые валюты. Уже в Китае запустился цифровой юань, и также в России планируют запустить цифровой рубль. Помимо этого, также есть еще другая сторона, это криптовалюты, это уже децентрализация, анонимность. То есть все это сейчас зарождается и очень
набирают большие обороты. Естественно, мы, студенты, узнаем от вышестоящих нас должностных лиц все об состоянии самой экономики, в нашем регионе также. Это очень важно. И об общем состоянии экономики вообще в России. Мы также будем обсуждать и свои взгляды, внедрять их, да, в это все, в эту сферу. И как бы узнавать что-то новое, и это очень интересно и очень развивается. Участникам конференции еще предстоит выслушать доклады. Только вместе можно решить проблемы и в экономике. Такие встречи планируют проводить чаще. Рина Цычоева, Новости 24.